В нашей стране практически нет семьи, которую бы не коснулась Великая Отечественная война. Тысячи людей гибли каждый день в огне войны, и единственной весточкой о том, что родной человек еще жив, было фронтовое письмо. Теперь, когда прошло почти 80 лет, письма эти ценны не только для потомков фронтовиков, но и в качестве документального источника по истории войны. Егоров Николай Васильевич родился в 1903 году в селе Коромыке Вилюйского округа. Свою педагогическую деятельность начал в 1922 году. В 26 лет он уже руководил Игидейской образцовой школой имени Пекарского в Таттинском районе. В это же время Егоров начинает заниматься научно-методической работой. Свои исследования, эксперименты в области воспитательной работы он продолжал и в Хаптагайской школе, используя новые приемы и методы. Николай Васильевич стал автором и составителем переизданных много раз учебников и учебных программ для якутскоязычных школ. Егоров Николай Васильевич за 3 фронтовых года написал множество писем как своей семье, так и друзьям. Сохранилось более 180 писем и открыток, часть которых семья Николая Васильевича передала в фонды Якутского государственного объединенного музея истории и культуры народов Севера имени Ярославского. Датированность писем, их хорошая сохранность и информативность дает возможность восстановить подробную хронику событий за длительный период войны. Основная часть писем написана на русском языке, но небольшая часть, в которой идет речь об информации, не подлежащей разглашению, на якутском языке. Для удобства восприятия мы перевели части текста. Июня 42-го. Пишу из Алекминска. В первую ночь мы устроились на борту. Народу было много, места не хватало. Сейчас спим, ложимся посменно, на койках по 2 человека. Сегодня, 8 июня, впервые были занятия. Строевое обучение и политчасть. Начинают наводить порядок. В первое время были пьяные, но сейчас их не стало. Взяли у них водки и вина, работает конвойный взвод. 6 июля 42-го. Сейчас я нахожусь в Челябинске, около Урала. Мы, якутский воинский эшелон, больше 1000 человек, ехали в товарных вагонах, в весьма нехороших условиях. До нас в тех вагонах перевозили лошадей. Днем было душно, не мог спать, здорово трясло. Так ехали 5 суток. В пути было плохо организовано питание. По 200 грамм сухарей и 2 пересоленные селедки. Никуда не отпускают, нельзя говорить с людьми на станциях. Так как кормили недостаточно, я часть одежды выменял на молоко, масло, яйца, хлеб. Часть одежды продал, деньги отправляю вам. Суконное пальто продал за 300 рублей. Демисезонное пальто по дороге сильно загрязнилось и помялось, за 700 рублей. Штаны за 400 рублей. Взамен взял штопанные в 10 мешках штаны. Потому удалось отправить вам 1000 рублей на сено, дрова, продукты. Ночью мерзнем, устаем, потому, видимо, постоянный понос и болит живот. Надеюсь, привыкну, и все пройдет. 28 июля 42-го. Пишу вам 6-е письмо, и все карандашом, чернил почти не бывает. Ситуация на войне тяжелая, исход может быть разным. Возможно, мы не вернемся. Тогда не плачьте, не тревожьте детей. Половину моей библиотеки заберет Миша с мамой Ириной. Четверть отдайте Васютке, другую четверть отдайте 2 сестрам, Мане и Марусе. А еще им кое-что из моих фотоснимков. Одежда останется Ирине с Мишей.
Пусть сами решат, что с ней делать. Прочитав это, не стоит думать, что я не вернусь. Пишу об этом, потому что потом, возможно, не будет возможности. Челябинск. Городской цирк. Мы здесь жили с 4 июля по 1 августа 42-го. 12 августа 42-го. За последнюю половину месяца меня посадили ротным писарем и не обучался. Таков ваш посланец. С нашего эшелона 4 роты, в роте 252 человека, дезертировали 5-6 человек. Конечно, они уже не жильцы. Если у них нормальные семьи, то должны будут донести на них. Так что если я вдруг, не приведи Боже, дезертирую, вы должны будете на меня доложить. Нам уже раздали вооружение, нет только винтовок. Из-за чертовой работы писаря толком ничему не обучился, даже не стрелял ни разу. На смех всем, я без обучения уже почти на фронте. И придется воевать, умею, не умею. За вас, за родину, честно, храбро, умело. Если получите весть о моей смерти, не плачьте. Детей, Мишу, Васютку, Кешу, маленькую Ирочку воспитайте бережно, сильно не балуйте. Миша нынче пусть учится, достойно соберите его в школу, как при мне было бы. Внимательно следите за его учебой и дисциплиной, приучайте к порядку и старанию с первых дней, тогда дальше будет легче. Организуйте для мальчиков отдельный столик в углу. Васютку от Миши не отделяйте, но не давайте ему мешать брату. Живите хорошо, не болейте. Пусть хозяйство станет крепче, а дети вырастут счастливыми людьми. Это я на маршевом походе, обмундирование. Дневальный шалаш, палатки. 25 сентября 42-го. Пишу перед самым уходом на фронт. Уже отошли от землянок метров 400. Стоим у самой Волги. Идем защищать славный Сталинград. Сейчас встретили наших якутян раненых. Они ехали с нами из Якутска с 6 июня. Дорогие мои, иду смело, самочувствие прекрасное. Буду биться, как подобает бойцу Красной Армии. Вы не бойтесь, не печальтесь. Отправил 2000, все деньги за мою одежду, собранную вами. Написал ночью: целую, целую, целую. Идем на фронт, на защиту Сталинграда. 10 октября 42-го. Я почти привыкаю к армейским условиям. Закутаюсь шинелью и сплю. Постели, как правило, не бывает. Начиная с Челябинска, мы видели, как население втянуто во все роды трудовой мобилизации. Девушки проводят всеобуч, одеты как мужчины в военную одежду. В душе больно, как война расстроила жизнь. Дорогие Ирина, Феля, Вася, больше внимания к себе, к детям. Надо вам аккуратно навещать поликлинику, тубдиспансер, чтобы узнавать о себе. Последствия войны будут усиливаться. С центра никакого снабжения не будет, дорог не будет, поэтому запасайтесь продуктами и одеждой. В этих местах с этим большие проблемы. 16 октября 42-го. Ну, дорогие мои, сейчас нахожусь на передовой, на Сталинградском фронте. Наконец, на 5-й месяц, после 4 месяцев учебы, пути и марша, я на месте назначения. Я очень доволен. Эти 4 месяца дали много нового во всех отношениях. Уже провел на передовой только 3 ночи. В блиндаже, а впечатлений сколько. Кругом орудийные залпы, пулеметные очереди, воздушные схватки. Вот сегодня наши сбили одного бомбардировщика. Вчера, когда сидел, обедал с товарищем, в 100 метрах взорвался вражеский снаряд. Скоро наступит зима, и гитлеровской банде будет конец. Красная армия, независимо от того, будет ли второй фронт, разгромит фашистское зверье. Днем ветер, а ночью холод. Нас, даже северян, пробирает здорово. На нас только ботинки и шинели. Кормят хорошо. Наши места считаются теплыми, потому не дают зимнее обмундирование. Мы грязные, очень пыльно, нет возможности мыться и стирать. А житие-бытие читайте только сами.
Знаете же, почему никому нельзя об этом говорить. 7 ноября 42-го. Перешли в новую землянку, но она песчаная, холодная, а дров нет. Как ударит пушка, так и сыпется снег. Обстановка строгая, мы ведь на передовой. Днем и ночью шум военный, а ночью разноцветные ракеты освещают тьму. Вчера наши поймали в плен одного фрица. Я пока в штабе полка. Мы в одной землянке с помначштабом полка. Он бывший учитель, культурный, сведущий человек. На праздник дали нам по 80 грамм водки, по 3 пряника, и мяса, и сахару немного. Каждый, а нас в землянке 4, рассказал о себе, а я про вас. Холодно и сыро, минус 20. Мы пока в летнем обмундировании, холодновато. 1 декабря 42-го. Думая, что вас не обременяю, я пишу чуть ли не 20-е письмо. Наши идут вперед и вперед. За эти 4-5 дней наша часть выбила противника из укрепленных местностей, захватила трофеи и пленных и гонится за остатками. 3-го дня давали нам валенки. Мне попались хорошие 30-го размера валенки. Теперь разуваюсь каждую ночь, а когда в ботинках с обмотками не разувался месяцами. Недавно выстирал гимнастерку в 2 кружках воды. Но результаты неважные, кругом остались пятна до полоски. Из домашних вещей я все еще сохранил многое. Полотенца, платки, кружка, ложка. А ножичек потерял, о чем очень досадую. Зубная щетка и 2 пасты, вещевой мешок, теплые портянки вместо подушки и подстилки, нитки, иголки. Это большое богатство. А у моих товарищей почти ничего нет, у начальника тоже. Мазанка Сметанкина на краю, где мы провели неделю перед самым наступлением. — 11 января 43-го года. Мы через каждые 5-6 дней передвигаемся. Каждый раз при этом нужно строить себе блиндаж, как погреб. А в степи, донские степи, земля твердая, как камень. Поэтому многим не особенно нравится такое частое передвижение. Не успеешь отрыть и обустроиться, опять надо переезжать. А передвигаемся так часто и скоро, потому что мы тесним врага, гонимся вслед за ним. Фронт передвигается ежедневно. Мы были сперва на Сталинградском фронте, а потом передали нас в Донской фронт. Наступление на Сталинград. 4 июля 43-го. Только что закончили 10-дневный марш, пеший переход. Переход исключительный, в особенности для меня и тех, кто раньше в полном боевом армейском такие длинные пешие переходы не делал. Набил мозолей, потер ноги. Уставал изрядно, но все же чувствую себя хорошо. 5 августа 43-го. Только получил от вас письмо. Очень рад. Якутов у нас много. 16 человек из 260. Они все были рады услышать вести из Якутска. В нашей маршевой роте есть пожилые. Есть не понимающие русского языка якуты, казахи, узбеки. Им очень трудно. Тут даже болезнь, возраст, плохое зрение и хромота не являются отговорками. 7 октября 43-го. С большим трудом части Красной Армии 6 и 7 октября перешли Днепр. Одним словом, это были огненные дни. И сейчас еще на правом берегу Днепра, на острове, мы ведем бой с врагом. В день отбиваем по 6-10 контратак противника. Каждый час, беспрерывно, ожесточенные бои, переходящие часто в атаку. Подробно обещаю написать немножко погодя, когда совсем укрепимся на правой стороне могучего Днепра. Ирина, запрещаю не есть. Почему плачешь? Слезы — это яд, он ослабляет. Я вернусь живым, не знаю только когда, но вернусь.
Да это тебе и так снится. Спасибо за это. 20 октября 43-го. Мы сейчас на правом берегу Днепра. Иногда бывает очень страшно. Однажды дрались только лопатами и ножами. Все оружие было забито песком. 4 января 44-го. Ночью 31 декабря пришел приказ сняться. И весь день 1 января шли вдоль фронта на новый участок. Снялась вся дивизия. Хорошо, что день был туманный и самолетов не было. Так я провел Новый год. Мы сейчас на новом месте, в 4 верстах от Кривого Рога. Наш нынешний участок очень опасная зона. — 16 января 44-го. Феля и Ирина, не обижайтесь, но вам и без того худеньким нельзя голодать. Все продавайте, что можно. Будем живы, заработаем 10 раз столько же. Ничего не откладывайте для меня. Ни одной вашей прошлогодней посылки не получил. Съели на почте, видимо. Так что ничего не отправляйте. 25 января 44-го. Мы немного продвинулись вперед. Бои были горячие. Враг бьет из артиллерии и минометов и бьет сволочь в цель. Перед нами эсэсовские части. Были и мертвые головы. Они отчаянные сволочи, лезут в пьяном виде на штурм, в контратаку. Они боятся, когда наши с ура идут, не щадя жизни, в атаку. Только так и берем. Иначе из хорошо укрепленных позиций их не прогонишь. Оборонительная работа идет вовсю. Каждый день гражданское население, бабы и старики, идет с лопатами отрывать круговые траншеи и окопы вдоль села. Они работают далеко сзади нас, 2-3 километра, но враг и по ним редко бьет. Деревни полуразрушены, фруктовые деревья истреблены на топливо, скот уведен или уничтожен немцами. 6 июня 44-го. Дорогая Феля, в день 2-й годовщины призыва меня в Красную армию искренне благодарю тебя за все твои хорошие пожелания, за все твои заботы обо мне. Постараюсь выполнить все, как ты сказала. Скоро вернусь домой. Союзники, говорит радио, уже высадились на материк во Франции, и мы скоро тоже выступаем. Будь счастлива, здорова. Целую ребят, целую тебя. Николай из Бессарабии. 10 ноября 44-го. Румыния. За 50 дней поздравляю вас с Новым годом и крепко целую всех. Мы находимся в пути вне Родины, и почта работает нерегулярно. От вас нет писем, но я пишу частенько. По обыкновению для Фели шлю кое-что почитать, а ребятам кое-что поглазеть. Жизнь здесь капиталистическая. Приходилось заночевывать и в помещичьих имениях. Принимают неплохо, но с боязнью. Итак, милые мои, Новый год этот пусть будет моим последним фронтовым годом, а следующий, 46-й год, будем встречать все вместе, за одним столом. Ради этого мы идем вперед, на запад, дальше и дальше, чтобы через это дальше приехать с победой домой. — 3 февраля 45-го. Воюем беспрерывно в проклятой Венгрии. Все фронта стремительно идут на запад, и до Берлина по прямой осталось 90 километров. Как это прекрасно! 14 февраля 45-го. Всех вас приветствую с взятием Будапешта. Ура, дорогие мои, ура! Я с товарищами сегодня, час тому назад, за взятие Будапешта поднял 200 грамм спирту. Развел и 450 грамм получилось. За ликвидацию группировки 100 грамм. За здоровье и счастье вас, дорогой семьи, 100 грамм. 9 апреля 45-го. Дорогой Вася, сегодня мы вошли в восточную окраину столицы Австрии. Постараюсь выполнить твои пожелания, приехать на родину здоровым.
20 апреля 45-го. Смотрите на эту картинку. Вена, столица Австрии, и думайте о нас, обо мне. Мы боролись за нее 9 дней и ночей. 15 апреля освободили на северо-восточной части города последние дома. Бои были ожесточенные. Многие мои друзья и уважаемые командиры полегли и были ранены. Я получил 2-е ранение. Отправляю картинку, чтобы не забывали тот бой. 1 мая 45-го. Сегодня мы проводим 1 мая в одной из небольших деревень Австрии. По сравнению с венграми, австрийцы пока ведут себя лучше, поэтому и у нас иная политика. В результате в селах и городах белые, красные флаги, население встречает дружелюбно. В боях за Вену ранен в левую ногу, не могу ходить долго, а воевать можно. Дорогая Феля, из австрийских Альп поздравляю тебя с праздником 1 мая, праздником победы, труда, весны и цветов. В прошлом году 1 мая мы встречали в Бессарабии, а в позапрошлом году в Каменке под Тулой. Таков путь мой. 10 мая 45-го. Наконец, дорогая Ирина, проклятая война закончилась. Красная армия победила. Началась мирная жизнь. Можешь смело ждать, пушки теперь не гремят. За это целую тебя много-много раз. Теперь-то уж ты не должна скучать и плакать. Постараемся вернуться и целым, и поскорее. Только ты слишком не торопись ожидать. Сейчас идет другая война. Война, связанная с охраной и обороной государственно-общественных и производственных объектов в нами захваченных городах. Она продлится до конца лета, если не больше. Николай Васильевич вернулся с войны с орденом Красной Звезды, 5 боевыми медалями и 13 благодарственными письмами от Верховного Главнокомандующего. Он стал кавалером орденов Ленина, Трудового Красного Знамени, заслуженным учителем Якутской АССР, РСФСР, отличником народного просвещения ЯССР и РСФСР. Им составлены десятки методических разработок, статей и учебных программ, учебников, учебных пособий и переводов с русского на якутский язык. Он руководил методическими кабинетами в районах, методическими объединениями школ, проводил семинары, совещания, конференции по методическим вопросам, изучал, обобщал и распространял передовой опыт в педагогике. Был любящим мужем, отцом и дедушкой, верным другом. Он вернулся с пекла войны живым и смог реализовать свои планы и мечты. Он всегда помнил своих товарищей и друзей, которые так и остались на полях сражений вечно молодыми.